Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидемиологическая ситуация у нас в регионе на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка республики сохраняет тенденцию к снижению выявленных новых случаев новой коронавирусной инфекции. Сегодня в целом по республике, в столице республики выявлено 120 новых случаев, 260 случаев в целом выявлено по республике. Сохраняется более напряженная, без тенденции к снижению обстановка в Мирнинском, Нерюнгринском, Алданском районе. И, к сожалению, остается сложная обстановка в Сунтарском и Алекминском районах, в которых на настоящий момент сегодня выявляется достаточно большое количество случаев, которые в большей степени связаны с группами заболеваний. В 14 районах республики фиксируется от 1 до 7 случаев новой зарегистрированной коронавирусной инфекции. Сегодня непосредственно есть определенная тенденция немного к снижению лиц в тяжелом состоянии. Сегодня в тяжелом состоянии находится 117 человек, из них на аппарате искусственной вентиляции легких 31 житель республики, независимо от того, как в городе Якутске, так и в районах республики в оборудованных реанимационных отделениях. Безусловно, в республике на настоящий момент продолжают медицинские организации осуществлять вакцинацию населения. Сегодня уже первую вакцину получили 65,5% от взрослого населения республики, но нужно обратить внимание, что для последней недели, вот именно этой недели, характерно небольшое снижение количества вакцинированных граждан. Вторую вакцину получили на настоящий момент 420 374 человека. И необходимо сегодня особое внимание обратить на ревакцинированных граждан 57 222 человека. Вы знаете, что из средств массовой информации стало известно о регистрации вакцины, которую возможно применять относительно детей соответствующего возраста. При этом необходимо обратить внимание, что, конечно же, законными представителями детей являются родителями, поэтому такое решение должно быть решением родителей в семье детей при вопросах, связанных с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. На настоящий момент продолжается достаточно стабильная обстановка быть в Момском, Малайховском и Верхнеколымском улусах, в которых провакцинировано более 80% взрослого населения. Они уже приступают ко второму этапу собственной защиты, начинают наращивать объемы по ревакцинированию граждан. Близко к 80% к исполнению. Мы ждем исполнения на этой неделе в Нижнеколымском улусе, в Среднеколымском и в Жиганском улусе. И уже тогда в республике 6 северных улусов будут более защищены с точки зрения именно населения и, соответственно, в том числе и через сохранение жизни. Однако менее 57% взрослого населения провакцинировано в 3 районах нашей республики. Это про первый компонент идет речь: Кобяйский, Намский и Чурапчинский улусы. Несмотря на то, что определенного рода тенденция к увеличению количества вакцинированных есть, но достаточно стойко и без желания идет вакцинация, вернее, проводится вообще и работа по вакцинированию граждан в этих улусах. Поэтому хочется обратиться и к жителям этих улусов. В наших с вами руках и ваших, прежде всего, в целом здоровье граждан. Поэтому ждем на вакцинальных участках, а также на любых формах выездного вакцинирования населения. Вторую неделю мы живем в условиях измененного режима использования торговых центров, мест массового пребывания людей. Соответственно, мы начинаем уже постепенно привыкать к QR-кодам. И, соответственно, хотелось бы обратить внимание на то, что в целом по Российской Федерации это уже такой становится определенного рода нормой поведения для того, чтобы прежде всего не допускать или ограничивать контакты людей, которые защищены от вакцины, и защищены от вируса, и которые не защищены от вируса, для того, чтобы не давать пробивать формирующийся коллективный иммунитет. Спасибо. Спасибо.